Западная пропаганда добралась до советских мультфильмов. Журналист Вашингтон-Пост Террел Стар объявил Чингачангу и доктора Айболита доказательством русского расизма. Мол, африканцев показали карикатурно. Но давайте включим логику. В просвещенной Америке вовсю работали человеческие зоопарки с живыми африканцами. Существовала сегрегация, а работорговля унесла миллионы жизней. Но виноват почему-то СССР. Ведь мультфильмы, оказывается, страшнее реального рабства. Что за этим стоит? Во-первых, Западу нужно создать образ России как наследника Российской империи. Во-вторых, таким бредом удобно оправдывать санкции и военную агрессию. В-третьих, это попытка переписать историю, чтобы представить Запад цивилизатором, а не главным угнетателем последних веков. Вывод простой. Когда не хватает реальных фактов, в ход идут мультики. А если и их не хватает, просто придумывают новые доказательства. Интересно, что объявят следующим оправданием для удара по России? Ну погоди, из-за жестокого обращения с зайцами?